Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Ким Чен Ын встретился с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры прошли на космодроме «Восточный». На пути к сотрудничеству, миру и процветанию в Приморье завершается Восточный экономический форум. Расскажем об итогах третьего дня. Бросить пить раз и навсегда. В Якутском республиканском наркологическом диспансере провели День трезвости. Воспитание дошколят – дело сложное и тонкое. Расскажем о работе заведующей детского сада, чей профессиональный стаж насчитывает почти 40 лет. Программа, которая обещает быть интересной и насыщенной, в Театре народов Севера «Гулун» состоится открытие юбилейного театрального сезона. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили общение, которое продлилось в общей сложности больше 5 часов. Лидеры встретились на космодроме «Восточный», куда Ким Чен Ын прибыл на своем поезде, и вместе осмотрели объекты Восточного. Далее были переговоры с участием делегаций, которые продлились больше часа, а затем саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет. В завершении президент Путин дал официальный обед по случаю визита руководителя КНДР. В настоящий момент Ким Чен Ын покинул космодром «Восточный». Кадровый потенциал, развитие молодежи, вопросы здравоохранения и новые объекты промышленности и IT. Вот итог работы делегации Якутии в рамках третьего дня ВЭФ. Подробности в материале Петра Васильева. Новые кадры для больших задач. Именно направлению подготовки кадров и развитию молодого поколения сегодня уделили большое внимание в рамках Восточного экономического форума. Формирование кадрового потенциала является одним из важнейших условий устойчивого развития. Новые проекты требуют новых подходов, в том числе и в госуправлении. Такой тезис озвучили на встрече с участниками программы «Муравьев-Амурский-2030». Также республика подписала соглашение с президентской программой «Россия. Страна возможностей». Это не первое сотрудничество, однако теперь еще больше внимания будет уделяться развитию потенциала молодежи. Отдельно я хочу отметить, что мы очень плотно сотрудничаем с университетами. Это и Северо-Восточный федеральный университет, на базе которого мы в прошлом году открыли Центр оценки компетенций. И уже более 16 тысяч студентов прошли такую оценку, получили рекомендации по будущему, собственно, развитию. Поэтому, мне кажется, у нас и так уже продуктивное сотрудничество. Я здесь бы хотел сказать огромное спасибо правительству республики, Айсену Сергеевичу Николаеву, Ольге Валерьевне. Я уверен, что мы сможем сделать дальше еще больше. Прежде всего речь идет о том, что это та автономная некоммерческая организация, которая обладает инструментариями, методами, программами, проектами, которые позволят дать возможность для реализации молодых граждан нашей республики. И поэтому все проекты, которые мы уже реализуем с этой автономной некоммерческой организацией, они имеют успех и, соответственно, пользуются уже большой популярностью. Но оно становится у нас популярным. И само название говорит о том, что Якутия тоже республика возможностей. Не забыли уделить внимание и развитию промышленности. К 2028 году на полной мощности выйдет комплекс по производству гелия, который построят в Мирнинском районе. Это новые рабочие места, почти 3 миллиарда рублей инвестиций и новые экспортные маршруты. Что ждут люди? Люди ждут рабочие места, где будет достойная заработная плата, ждут улучшения городов, своих поселков, сел. И как раз такой проект, который вот Айсен Сергеевич сейчас подписал, соответственно, вместе с районом, вместе с компанией, это создание нового производства. Производство гелия у нас в республике. Будут созданы рабочие места, будем готовить кадры, будем обучать, соответственно. Будут вложены инвестиции в район, то есть повышать привлекательность для других инвесторов. Более 2,6 миллиарда рублей придет в Мирнинский район, опять-таки в нашу Якутию, создание перерабатывающего современного комплекса. На полях ВЭФ при поддержке Якутии в подшефном городе Кировское в ДНР открыли первый IT-центр на базе СОЖ номер 2. Он позволит создавать технологические стартапы и проходить IT-курсы всем желающим. Айсен Сергеевич, будучи в селе Кировском, после восстановления школы предложил такую инициативу, что да, давайте вот масштабировать опыт Якутии именно уже на новых территориях. Дети будут со всего города Кировска обучаться. То есть где-то примерно первый поток у нас будет 100 детей. И трехмесячные курсы они закончат по разным направлениям. Там разработка игр,
разработка различного софта. Вот они уже до Нового года будет первый выпуск. Глава Якутии Айсан Николаев, подводя итоги работы делегации на форуме, отметил, что республика в этом году подписала соглашение, которое обеспечит развитие региона в самых разных направлениях. Сейчас мы подписали порядка 30 соглашений на общую сумму около 130 миллиардов рублей. И они самые разные, начиная от соглашения между республиканским ипотечным агентством и корпорацией Государственной Дом РФ об расселении как раз 17-го квартала о строительстве жилых домов на месте снесенных домов на общую сумму свыше 30 миллиардов рублей, которая, конечно же, будет для нас основой для дальнейшей работы по расселению этого квартала. Заканчивая уже проектом, например, который сегодня мы подписали по производству гелия на основе месторождений Мирнинского района газовых. Вот самый широкий спектр, и, безусловно, все они имеют очень большое значение для экономики, для жителей нашей республики. Так завершился для Якутии Восточный экономический форум 2023. Впереди самая важная и главная задача – реализация всех намеченных планов и договоренностей для поэтапного и всестороннего развития республики. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Владивосток. Министерством образования и науки был утвержден перечень необходимых мер поддержки участников СВО и их семей, которому следуют все учебные заведения республики. Так, например, Республиканская специальная коррекционная школа-интернат для неслышащих обучающихся организовала своим 4 ученикам, детям участников СВО, бесплатное горячее питание, обеспечила обмундированием, учебниками и канцелярскими принадлежностями. За весь период им было выделено 160 тысяч рублей в качестве государственной поддержки. Также около 200 тысяч рублей им перечислил благотворительный фонд. Будет отрадно заметить, что отец нашей девочки Саргаланы Евсеевой на днях стал Героем России. И это, конечно, гордость наша. И мы были очень рады, что он 1 сентября посетил именно нашу школу. Ее дочь, естественно, была очень горда своим отцом. Мы это видели, мы это наблюдали. И думаю, вот такие примеры, редкие примеры, они должны помогать нам еще плюс воспитывать патриотизм в наших детях на живых примерах, на примерах героизма живых людей, наших родителей. Бросить пить раз и навсегда в Якутском республиканском наркологическом диспансере провели День трезвости. Мероприятие приурочено ко Всероссийскому дню трезвости, который отмечается 11 сентября, а также в рамках недели сокращения потребления алкоголя, объявленной Минздравом Якутии. Подробности в следующем сюжете. Человеку, страдающему от алкоголизма и иных видов зависимости, порой страшно обратиться в лечебное учреждение, потому что постановка на учет может сказаться на последующем получении прав или лицензии на оружие. И в этот момент на помощь приходит Якутский республиканский наркологический диспансер, в котором все лечение проходит абсолютно анонимно. То есть любая процедура, консультация психолога, консультация психиатра-нарколога, либо лечение, либо проведение дезинтоксикационной терапии, в простонародье так называется, прокапываться. Да? После этой процедуры посетитель или пациент не ставится на диспансерное наблюдение, что очень сильно отталкивает от обращаемости как раз к психиатру-наркологу. В рамках акции, которую провели в учреждении, каждый желающий смог получить не только врачебную консультацию, но и психологическую помощь, а также лечение на аппарате трансгранью. Он стимулирует выработку нейромедиаторов, да, по-простому это как гормоны счастья. При частном употреблении алкоголя данные ферменты они начинают сокращаться, тем самым человек испытывает некий эмоциональный дисбаланс, да, то есть лабильность эмоционального состояния, перепады настроения и так далее. Данный аппарат очень хорошо помогает, он работает на основе магнитного поля лазерного излучения, как бы стимулирует выработку нейромедиаторов. Там минимальный курс лечения от 5 дней. Одним днем лечение не заканчивается. С пациентом обсуждается в первую очередь его настрой. И если он решительно настроен покончить с пагубной зависимостью навсегда, то ему готова помочь целая команда врачей. Такая акция проводится в учреждении несколько раз в год и призвана помочь как можно большему количеству страдающих от алкоголизма и иных видов зависимости людей. Мария Кардашевская, Иван Сорокаумов, Якутск. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают программисты. В Северо-Восточном федеральном университете функционирует Институт математики и информатики. На его базе работает 6 кафедр, 4 из которых выпускают программистов. 3 года назад в институте открылась молодежная лаборатория, где студенты разрабатывают различные IT-продукты. О последних проектах расскажет Марферина Алексеева.
17 ребят под руководством 3 профессоров работают над искусственным интеллектом. Это будет виртуальный помощник, общающийся с пользователями на якутском языке. Модель – аналог ChatGPT. Помимо общения и информирования планируется, что помощник сможет выполнять функции умного дома, включать музыку, устную якутскую речь воспроизводить в текстовом формате. На данном этапе разработан бот, который собирает базу информации на якутском языке. Мы сейчас везде и всюду пытаемся найти такие информацию о том, где можно использовать этот якутский язык, найти базы. Пытаемся сделать коллаборацию с библиотекой, институтом якутского языка, который у нас в университете. И мы сейчас с открытых источников нашли базу и обучили такую маленькую модельку. К сожалению, у него там ошибка большая, но он сейчас уже понимает якутский язык, что-то пытается делать. Помимо университетских проектов, студенты института активно занимаются созданием и продвижением собственных инициатив. К примеру, Антон Данилов, студент 4-го курса кафедры прикладной информатики, вместе со своими единомышленниками разработал целую экосистему «Парадокс». С помощью телефона, когда человек совершает покупку в каком-то магазине, он может отсканировать чек и занести все свои покупки в базу данных этого приложения так, чтобы пользователи могли смотреть, какие цены актуальны в этом магазине. Также эта система позволяет разработать некоторую систему лояльности. Допустим, если человек очень часто покупает в этих магазинах, они получают там скидку, и это может отслеживаться тоже по нашему приложению. Есть у нас Paradox Forums. Это мы сделали, когда... учитывая нынешние события, нам нужны отечественные продукты. Paradox Forums – это как Google Forums, позволяет создавать анкеты и собирать информацию с пользователей. Подобные стартап-проекты студенты презентуют на различных форумах и конкурсах, которые проводит университет. Благодаря такой организации многие ребята действительно выпустили свои IT-продукты. Помимо этого, каждое лето студенты-программисты проходят производственную практику в различных предприятиях Якутска, благодаря чему сразу трудоустраиваются. Попал на практику в Алмаз-Альгенбанк. Там занимались веб-разработкой. Понравилось, но тогда опыта, скажем, не хватало, чтобы как-то попробовать себя уже как сотрудник. И вот после 3-го курса проходил практику в стартапе Сайберия, который занимается разработкой медицинского ПО, программное обеспечение. И меня пригласили на работу после этого. И до сих пор совмещаю с учебой. В рамках празднования Дня программиста дан старт ряду тематических лекций от ведущих экспертов различных университетов. А завершится неделя традиционной олимпиадой не только среди студентов, но и преподавателей. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. В Нерюнгри начала работу программа «Защищенный город», которая помогает раскрывать преступления и обеспечивать сохранность объектов благоустройства. Подробности реализации программы в материале наших корреспондентов. Программа «Защищенный город» направлена на обеспечение безопасности жителей и гостей города Нерюнгри. В первую очередь постоянным наблюдением обеспечено общественное пространство, места частого пребывания людей, дворы многоквартирных домов и общежитий, темные зоны, там, где по статистике МВД наиболее часто бывают криминальные проявления. Мы прекрасно понимаем важность этой программы. Было установлено 80 камер на различных объектах, на различных домах в городе Нерюнгри. Программа будет продолжена. Около 250 камер будут установлены по всему городу. Эти камеры направлены на создание безопасности. В городе Нерюнгри у нас действительно большое количество приезжих, мы им радуемся. Но хочется, чтобы люди, все нерюнгринцы, коренные и приезжие, в том числе, жители себя чувствовали комфортно. Монтаж и обслуживание системы видеонаблюдения осуществляют специалисты компании «Лифтремонт». Видеокамеры производят круглосуточную видеозапись, и по запросу компетентных органов любая видеозапись событий может быть предъявлена для изучения. Все объекты были согласованы с отделом МВД города Нерюнгри. То есть это такие проблемные места, где часто совершаются преступления. То есть это общежития, такие деревяшки, где у нас находятся, то есть жилфонд, скверы, парки, все, мы это все контролируем. Бытовые, жизненные ситуации случаются, где-то машину кто-то стукнул во дворе, то есть люди приходят, спрашивают по заявлению, то есть по письменному обращению.
выявить виновника. Реализация программы «Защищенный город» рассчитана на 3 года. И результатом ее выполнения обеспеченность территории города Нерюнгри постоянным видеонаблюдением составит не менее 90%. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Этим летом в 5 дворах поселка Айхала Мирнинского района установлены новые игровые комплексы для детей. Все оборудование выполнено из экологичных и прочных материалов и соответствует необходимым стандартам качества. Комплексы установлены на износостойком, безопасном покрытии, чтобы дети могли резвиться без вреда для здоровья. По периметру площадок установлены ограждения, а также скамейки для отдыха и урны. Средства на обустройство дворов современным игровым оборудованием выделены в рамках реализации договора целевого финансирования, заключенного между администрацией поселка и алмаздобывающей компанией в 2022 году. Для комфорта наших жителей делается много. На сегодня у нас очень много детских площадок новых установлено. Вот только за последний год мы установили 6 детских площадок. Одна из них для детишек с ограниченными возможностями здоровья в парке первооткрывателей. Построены прекрасные парки. Это парк здоровья. Сейчас вот заканчивают уже парк Каюра. Первый этап сквера имени Кадзова мы заканчиваем. На следующий год надеемся, что закончим полностью этот проект. Проект объемный, интересный, красивый. Я думаю, все жители будут очень довольны. Сегодня у жительницы Алдана Оксаны Далгай 94 ребенка. Оксана Александровна – заведующая детским садом «Мишутка». Имея за плечами почти 40-летний педагогический стаж, героиня нашего следующего сюжета делится мастерством с молодыми коллегами. День у Оксаны Далгай начался рано утром, и до полудня она успела решить массу задач. Возвращаясь на работу после очередной встречи, привычно осматривает территорию веренного ей учреждения, отмечая, все ли в порядке. Вот уже 13 лет Оксана Александровна заведует детским садом «Мишутка». Сегодня у нее 94 ребенка. Это, конечно, профессионал с большой буквы, с богатым педагогическим опытом. Благодаря Оксане Александровне у нас проходит правильно выстроен педагогический процесс. Трудовой стаж Оксаны Александровны составляет 44 года, из которых дошкольному образованию она отдала 38 лет. Хотя в юности мечталась о другом. В старших классах Оксана увлекалась точными науками и планировала поступать в политехнический институт. Вдруг девчонки там загоношились и поехать надо. Вот в Биробиджане есть, значит, педучилище, очень хорошее педучилище. И там-то учиться всего 2 года, и там спецпредметы. Так по своим местам все расставила ситуация, возникшая, казалось бы, спонтанно. В техникуме Оксана поняла, что дошкольная педагогика – это ее призвание. Вспомнила сразу свой Ицыковский детский сад, в который я ходила. Анну Матвеевну нашу вспомнила, как мы считали уточек. Отработав по распределению в селе Отрадном Хабаровского края, Оксана вернулась в Алдан. Здесь была воспитательницей в разных детских садах. Часть из них в лихие 90-е закрылась. Так сложилось, что Оксана Александровна оставила дошкольное образование. Однако через несколько лет вернулась. Удовлетворение и радость она получала только в работе с дошколятами. Конечно, я поразилась изменениям. Вот я 6 лет не работала в детских садах. Конечно, и предметно-развивающая среда другая. И столько специалистов. Ну, совершенно, вот, знаете, в другой мир попала. В 2003 году Оксана Александровна пришла в Мишутку воспитательницей, а спустя 7 лет заступила в должность заведующей. Постоянно повышая собственное профессиональное мастерство, она щедро делится опытом с молодыми коллегами. Очень рада, что попала именно к этой заведующей, потому что Оксана Александровна поделилась опытом и продолжает делиться по сей день. В коллективе, которым руководит Оксана Далгай, 22 сотрудника. Воспитание дошколят – дело сложное и тонкое. И в педагогической команде особенно важны единомыслие и взаимопонимание. Я всегда говорю, что девочкам, которые приходят, что самое основное – знания приобретаются, а вот любовь к детям – это самое основное. Вот если любите детей, с вас хороший педагог получится. Если нет, уходите сразу. Работа с дошколятами предполагает постоянное развитие, ведь наставник растет и взрослеет с каждым из своих воспитанников. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан.
А вот рукодельница из Удачного Юлия Рудометкина делает куклы ручной работы и обучает своему мастерству всех желающих. В этом году мастерица получила грант главы республики на создание ателье выходного дня, ориентированного на социально уязвимое население. Все подробности в нашем следующем сюжете. У каждой куклы, которая стоит на этих полках, свой характер и стиль. Все эти куклы сделаны руками мастерицы из Удачного Юлии Рудометкиной. Даже предметы гардероба для своих любимец Юлия шьет сама, а творит мастерица в основном в Центре дополнительного образования, где работает сегодня. И все начиналось, конечно, с семьи, с бабушки с моей. Я была маленькая, смотрела, как бабушка шьет. Она, именно бабушка, мне привила любовь к рукоделию. Смотря на нее, мне хотелось тоже точно так же шить. Меня очень завораживала машинка, на которой она работала. Это была машинка «Зингер». Она была очень красивая, с коваными педалями. То есть меня, наверное, это и привлекло. Она для меня была какая-то волшебная, эта машинка. С началом специальной военной операции Юлия со своими учениками не могла остаться в стороне. И так они все лето трудились, плетя москитные сети и пошивая балаклавы. Сейчас рукодельница полностью погружена новым проектом, ведь совсем недавно она выиграла грант главы республики на создание ателье выходного дня. Он ориентирован на социально уязвимые группы. Социально уязвимые у нас пенсионеры, мамы, находящиеся в декрете, потом, значит, женщины, попавшиеся в трудную жизненную ситуацию. И с помощью этого проекта я хочу научить женщин, благополучателей наших, научить освоить теоретические и практические навыки шитья. У нас будут новые машинки, техническая база, то есть будет очень хорошая машинка, оверлоки, парогенераторы, все это будет, ножницы, оснащение будет очень хорошее. Мы будем учить шить, и в дальнейшем мы планируем с нашей группой, с нашей командой и уже помогать нашим ребятам на СВО. В наше время хендмей уже далеко не редкость. В каждом городе найдется своя мастерица с булавами и кистями. Однако среди рукодельниц можно найти и тех, кто делает эксклюзивные и очень необычные красивые работы. Анна Васильева, Мирный. В Театре народов Севера «Гулун» состоится открытие 10-го юбилейного театрального сезона. Театр создан на базе народного ансамбля «Гулун», и в следующем году они отметят 10-летний юбилей театра. Юбилейный репертуар в этом году обещает быть очень интересным и насыщенным. Подробности в следующем сюжете. Театр народов Севера действительно уникальный. В России он один находится в Якутске, а в мире их два, второй находится в Норвегии. Спектакли ставят на 5 языках. На этот юбилейный сезон запланировано множество гастролей. Помимо выезда внутри республики, труппа также примет участие на 5-м фестивале театра Балтийского дома Санкт-Петербурга, а также покажет спектакль в театре военного городка в Североморске, Мурманской области. Ну а сейчас коллектив усиленно готовится к спектаклям. По возможности к нам приходит режиссер, делает свои правки. Также, конечно, художественный руководитель Любовь Алексеевна дорабатывает какие-то, вносит правки. Работаем, оттачиваем танцы, работаем много со светом. В этом году по национальный проект «Культура» выделил нам финансовые средства в размере 8 миллионов 600 тысяч рублей на световое оборудование. То есть мы уже как полноценный театр уже можем показывать спектакли. Начинают этот театральный сезон с 3-го премьерного показа спектакля «Каргадона Эбяягнан». В спектакле будут различные перипетии между кланами, а также любовная линия между главными героями Ярхадана и Декимде. Режиссеры обещают незабываемый вечер с самым загадочным и завораживающим народом шаталицых. На этот спектакль я играю Удаганку. Дикторан зовут мою героиню. Очень интересная роль, на самом деле, потому что всегда такие характерные роли, они очень вкусные. Поэтому мне всегда приятно играть свою героиню. Ну, она ясновидящая, она немножко странная, она немножко наводит страх. У меня будет грим, я сейчас без грима. Тогда будет полный образ. В этом юбилейном театральном сезоне артисты обещают показать более 10 спектаклей каждую неделю по пятницам и субботам. Помимо этого будут различные концертные программы и творческие вечера. Открытие сезона у нас будет в 2 захода.
Вот первый мы решили открыть Каркадоной. Вот первое открытие наше. И второе открытие решили открыть вот как-то пробный такой, как репетиция перед Питером, спектаклем Сергея Потапова «В чаще». Уже в эти выходные зрители ждет долгожданная премьера спектакля «Каркадона Бяягынан» в Театре народов Севера Гулун. Даяна Федорова, Виктор Дьячковский, Якутск. На этом у нас все. Мы продолжим следить за событиями. Оставайтесь на нашем канале.